Друзья, приветствую вас на своем канале. Продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. Хочу начать свой обзор с положительного. Мужчина, которого зовут Фердинанд, решил весело отпраздновать свой день рождения. Он снял ресторан под названием «Жабьек», что в переводе на русский обозначает «лягушонок». Хочу рассказать также предысторию. Мужчина родился 8 мая 1943 года в Словении, в регионе Помурье. Но в 24-летнем возрасте он уехал из Словении на заработки в Канаду. В Канаде он работал сварщиком, и до последнего времени, как мы видим из новостей, он также продолжал работать на производстве. И он решил весело отпраздновать свое 80-летие у себя на родине в Словении, пригласив своих родственников и друзей. И на своем день рождения раскидал купюрами сумму в размере 600 тысяч евро. Нужно добавить, что мужчина удачно инвестировал и зарабатывал также на недвижимость. Наверняка не каждый сварщик может себе позволить на своем дне рождения раскидывать такие суммы. Каково же было удивление гостей, никто об этом сюрпризе не знал, никто ничего не ожидал. И сначала все подумали, что это просто какой-то розыгрыш, и в воздух летят какие-то бумажки, похожие на купюры. К сожалению, в новостях никогда не рассказывают всего в подробностях. Мы только можем с вами догадываться, подрались ли гости из-за этих денег. Может быть, кому-то удалось больше себе денег собрать, кому-то меньше. А может быть, люди были очень порядочными и, возможно, все деньги вернули юбиляру. Я думаю, что таким образом мужчина захотел оставить о себе хорошую память на долгие годы. В славянском городе Постойно на подоконник к одному мужчине прилетела одна очень необычная птица. Мужчина не растерялся и сразу же ее сфотографировал и определил через приложение, что это за птица. Оказалось, что это гривастый ибис, похожий, кстати, на птицу говоруна, который вымер в Словении 400 лет назад. Мужчина просто не поверил своему счастью. И в этот же день эта птица снова прилетела к нему на подоконник. Хотя, как он утверждает, он ничего ей не предлагал и никак ее не подкармливал. Возможно, она просто хотела поговорить. Очевидец делится с нами своими эмоциями. Такое счастье может не выпасть даже один раз в жизни. А мне в один день посчастливилось увидеть ее дважды. В самом знаменитом регионе Словении, вблизи Бледа, волк убил 7 овец и ягненка. Сюжет напоминает русскую народную сказку «Волк и 7 козлят», только с плохим концом. Интересно, что это было современное пастбище, которое имело хорошую ограду. И пастбище находилось всего лишь в 10 метрах от дома хозяина этого пастбища. Странно, что он не услышал, как волк убивает его скот. У нас очень дождливая весна, и некоторые регионы Словении затопило, реки вышли из берегов, и в некоторых местах еще вдобавок сошли лавины. Но также досталось и Хорватии, там тоже очень сильные потопы, но больше всего пострадал север Италии. На севере Италии ливни и наводнения, из берегов вышло больше 20 рек. 9 человек погибли, тысячи покинули свои дома. Но на самом деле, по-моему, по последним данным, погибших намного больше. С начала мая свои дома были вынуждены покинуть 10 тысяч человек. Потоки воды затопили не менее 23 населенных пунктов. Более 50 тысяч человек оказались без электричества. Очень надеемся, что в ближайшее время погода нормализируется и катаклизмы закончатся. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, делиться своим ценным мнением в комментариях, ставить лайки и подписываться на канал. Пока-пока, до новых встреч!